Нежданные гости, наличие лицензии, договоры о трудоустройстве, налоговый учет и система кассового учета. Под прицелом все городские, малые и средние предприятия. Первая точка в списке налоговых инспекторов – магазин спортивной одежды. Предприниматель ведет свою деятельность, используя патент. Уже второй год длится этот патент. Просроченный в 2020 году, видите? Подожди. Да, подожди, может 21 здесь будет. 18. 21, да, среди прошлогодний. Рядом. Патент все же нашли, правда, только на 2021 год. На 2022 он не продлен, но штрафовать на этот раз никого не будут. Рейд носит профилактический характер. И после каникул не все успели оформить свои заявки в налоговой службе. Впрочем, факт нарушения инспекция зафиксировала. Ходим? Долго вас ждать? Мы по работе, подойдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с налоговой. Можно документы? Можно номер хозяина? Номер хозяина нам зачем? Ну, вы позвоните, узнаете, где документы. Документы должны быть на месте. Уголок потребительский есть у вас здесь? Телефон без понятия. Я просто работаю. Не, Астерум, вы же у него работаете. Ты позвони, спроси, где документы. Может, они здесь на месте лежат. Иначе тут сейчас штрафные санкции пойдут. Документов у предпринимателя нет и не было, не говоря уже о кассовой системе учета. Нарушения одно за другим. Но налоговая служба дает отсрочку – 5 рабочих дней, чтобы устранить все недочеты. Обойдя все торговые точки улицы Муталиева, специалисты делают вывод – никто еще не успел продлить патент. Кассовую систему также мало кто наладил. На исправление всех нарушений у них есть неделя, иначе вопрос будет решаться штрафами. Еще одна группа инспекторов налоговой службы проверила торговые точки по проспекту Базоркина. У нас ряд мероприятий по постановке налогового учета, по выбиваемости кассовых чеков, контрольно-кассовой техникой. Есть ли у нас документы по постановке налогового учета? У предпринимателя все необходимые документы в наличии. Контрольно-кассовая техника работает и есть уголок потребителя. Не оказалось претензий у проверяющих их к торговым точкам по улице Картоева. Все данные вот этого плательщика. Если есть кассовый аппарат, то в принципе все. Да, адрес, место регистрации контрольно-кассового аппарата, вот все данные, вот что приобретено, стоимость. Вот. Да, тогда уже, в принципе, можно и без бумаг. Да, в принципе, главное, что можно и так проверить, можно и через приложение, можно чек, вот это вот называется налоговый, можно и чек по этой программе. Через приложение, да, это чтобы потребители, если мог удостовериться, то что тут все законно. Контрольно-кассовая техника в первую очередь необходима для потребителя. Клиент по чеку может вернуть бракованный товар и ознакомиться с лицензией магазина. Эта система повышает доверие покупателей, но тех, кто элементарными правилами пренебрегает, много. Как подтверждение тому магазины по улице Столичная. Управление Федеральной налоговой службы. Контрольные мероприятия налогового характера, направленные на выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговом органе. Предъявите, пожалуйста, документы, какие у вас имеются. Предъявить нечего. Этот магазин одежды уже в 3-й раз попадается инспекторам без документов. Нарушителей уже дважды штрафовали. В первый на 1000 рублей, второй факт нарушения еще на стадии разбирательства. В этот раз тоже не обошлось без наказания. Штраф 1500 рублей. Этот предприниматель у налоговиков в списке злостных нарушителей. И решать проблему планирует другим способом. В дальнейшем нами составляются списки этих злостных нарушителей и направляется в администрацию. На этом работа налоговой службы заканчивается, потому что дальше административные наши полномочия заканчиваются. Дальнейшая работа уже это правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Администрация уже в свою очередь принимает решение о закрытии точки. А налоговая служба предупреждает, массовые проверки пройдут по всей республике. На сегодняшний день зафиксировано 600 нелегальных торговых точек. В отношении 104 лиц составлены административные материалы и переданы в суд. Проблема в том, что так было мало направлено материалов, связано с тем, что когда инспектора с администрации приходят на точку, эти продавцы, владельцы точек, отказываются предоставлять паспортные данные. Соответственно, всяким способом
уворачиваются от того, чтобы налоговая служба приняла какие-то решения административного характера. С отсутствием кассового аппарата в прошлом году выявлено около 200 нарушений. В отношении них выписано штрафов на общую сумму в 2 миллиона 690 тысяч рублей. На сегодняшний день процент взыскания составил 77%. Следует также отметить, что с прошлого года на кассовую систему перешли около 600 предприятий. На сегодняшний день их используют 1800 точек. Напомним, что штраф за отсутствие кассового аппарата составляет от 10 до 40 тысяч рублей. Хава Гайзикова, Адам Гулоев, Мухаммад Шаухалов. Новости 24.